Всем привет, меня зовут Эльвина. Сегодня мы в штабе «Татар» узнаем, какие главные черты ищут в будущих мужах и женах наши участники. Расскажи, пожалуйста, нам, ты свободен или занят? Наверное, свободен. То есть у тебя нет отношений? Нет. Ты ищешь себе здесь в штабе татарочку? Нет. Нет? Я сюда чисто отдыхать прихожу. Ага, хорошо. Какие у тебя критерии отбора к своей будущей потенциальной девушке, невесте? Вопрос в лоб. Татарка. Ну, нет таких критериев. Все очень индивидуально. Ну, татарки бывают тоже разные. Умная, красивая. Но это так банально. Ну, что ты больше всего ценишь в людях? Искренность, честность и юмор. Есть ли у тебя молодой человек? Нет. Нет. Ты в поисках, получается? Нет, сама придет. А ты можешь нам рассказать, что для тебя важно в молодом человеке, какие важны качества? Терпение, поддержка, эмпатия. Да, доброта, щедрость. А ты будешь готовить кушать своему молодому человеку? А когда как, по настроению, да. У тебя есть девушка или нет? Ты ищешь ее? Конечно, еще часики-то тикают. Хорошо. Ты кого-нибудь уже присмотрел в штабе? Ну, тех, кого я присмотрел, уже как-то ангажировали, что называется. Ну, вот надо быть поактивнее. Разобрали уже, как горячие пирожки. Тогда можешь немножечко рассказать нам о девушке, которую ты ищешь? Какие качества для тебя важны? Ну, наверное, самое основное – это красота души. Потому что красота тела, она, к сожалению, приходящая, как бы мы ни старались молодиться и быть в тонусе в жизненном, там, на спорте и так далее. Поэтому красивая душа, наверное, чувство юмора, доброта и честность, чтобы присутствовали в характере. Потому что, как бы, брак – это забег на длинную дистанцию, и хочется, чтобы и было приятно общаться, и было на какую тему общаться. Поэтому, наверное, еще ключевой параметр, о котором мало кто говорит, это интеллект. Какие качества парня для тебя важны? Конечно же, молодой человек в первую очередь должен быть верным. Я никогда не приму неверного человека, который будет изменять и так далее, ходить налево. Также человек должен быть джентльменом, мужественным, он должен хорошо относиться ко всему женскому полу. В первую очередь он хорошо должен относиться к своей маме. А уже исходя из этих отношений будет видно, как он будет относиться ко мне. Человек должен быть спортивный, ухаживать за собой, за своей фигурой. Луиза, веришь ли ты в любовь в штабе «Татар»? Верю, потому что на моих глазах иногда я вижу, как прям это происходит, зарождается любовь. Эти первые взгляды, искорки, понимаете? И очень приятно за этим наблюдать, поэтому любовь — это прекрасно, особенно в штабе «Татар». Ищешь ли ты себе татарина в штабе? Кому-нибудь, может, сама присмотрела? Мое сердце занято. Да. Занята? То есть ты не свободная девушка? Я не свободная девушка. Чем покорил тебя твой мужчина? Я очень стесняюсь про это здесь рассказывать, потому что в штабе я для всех подруга, друг, боевой товарищ, где-то поддержка, где-то мамка, где-то апа Луиза. Поэтому я уж не могу так про это рассказывать. Но хочу сказать, что надо всегда начинать с дружбы. Вот. С дружбы зарождается самое главное, самые теплые отношения, уважение, вот, доверие. Поэтому всегда слушайте друг друга, прислушивайтесь, доверяйте, открывайтесь, не бойтесь этого. И тогда, естественно, у вас все получится. Веришь ли ты в любовь в штабе «Татар»? Скорее всего, здесь есть любовь, просто я пришла сюда не мужа искать. Пока что рано. Пока что учеба. А ты знаешь, что здесь есть пары, которые познакомились прямо вот здесь, в штабе? Некоторые даже сыграли свадьбу. Да, я, по-моему, вчера или позавчера видела новость о том, что в штабе «Татар» была сыграна свадьба или какое-то мероприятие. Вот. Видела, как здесь невеста с женихом стояли. Наверняка ты когда-то захочешь себе парня, мужа. Какие качества важны для тебя? Наверное, в первую очередь я смотрю на юмор, чтобы юмор совпадал немного с моим.
Я люблю немножко тупой юмор, очень странный, на то, какой человек с животными, со своими родителями, потому что отношение к ним может показать в будущем, какое отношение будет к тебе, как уже к жене. Вот. Веришь ли ты в любовь в штабе татар? Не знаю, кстати. У тебя есть девушка? Нет, у меня нету девушки. Ты в активном поиске? Да нет, я не в активном в целом поиске. А мы сейчас тебя продадим. Скажи, что для тебя важно в девушке? Ну, вообще, знаете, я лежал однажды ночью, думал о любви. И, пожалуй, могу сказать, что у любви нет вопросов. Любовь, она вспыхивает сама по себе. В определенный момент ты просто начинаешь типа думать, задавать вопросы по поводу девушки. Но любовь, она сама по себе, как искра, загорается и все. А если так конкретно задуматься, что главное в девушке, Ну что особенно для тебя ценно, что тебя привлечет? Какие-то качества? очень важное качество вообще в целом в любом человеке. И я бы хотел бы, чтобы моя будущая в целом жена обладала этим качеством. Добротой. Присмотритесь. Расскажи, пожалуйста, а тебе важно, чтобы девушка готовила? Ну да, честно говоря, я уже устал у себя в общаге готовить, и хотелось бы, чтобы, да, на самом деле, действительно, очень круто, если девушка очень вкусно готовит. Это, правда, очень большой плюс, как мне кажется. Что такое любовь? Любовь может быть различной, на мой взгляд, но любовь — это точно состояние души к каждому дню и каждому моменту в жизни. Любовь с первого взгляда точно существует. Наверное, это не сильная любовь, начинается все симпатия, но вырастает это может вырасти в большое событие в жизни человека. Также любовь с первого взгляда это же не только в человека, но и в место, в профессию. Поэтому точно, однозначно любовь существует, и ее нужно взращивать в себе, ко всему живому на свете. А ты планируешь здесь найти свою любовь? Why not? Если будет достойный молодой человек, я, конечно же, буду рада, так как я татарка, и я бы хотела продолжить свой род с татарином. Присмотритесь, парни, у нас есть Милена, и она в активном поиске. Веришь ли ты в любовь в штабе татар? Да, конечно. Видела ты какие-нибудь пары, которые здесь сошлись? К сожалению, нет, я не видела, но я уверена, что они есть. Вообще-то здесь недавно прошла свадьба. Да, внебрачного сына Бедраса Киркорова. Прям тут. Да, я видела в соцсетях. У тебя есть парень? Нет. Нет, парень. Значит, ты в активном поиске? Ну, не в активном, но да. Хорошо. Так, расскажи нам, пожалуйста, какие главные качества должны быть в твоем будущем парне? Самое главное — это харизматичность, щедрость, ну и богатый тоже. А ты будешь ему готовить? Мы тут опросили парней и выяснилось, что очень важно, чтобы девушка готовила. Если надо будет, то да, я буду готовить. Ильдар, расскажи, пожалуйста, а ты веришь в любовь в штабе татар? Любовь в штабе татар? Я думаю, что любовь в любом случае может произойти где угодно. Может быть в штабе, может быть на улице. А у тебя уже произошла? Пока что нет. А ты ищешь кого-нибудь у нас в штабе или вообще? Вообще ищу. Ты пишешь всем подряд в Инстаграме, лайки ставишь, эти огонечки на историях. Ну, я бы устал бы это делать, поскольку таких девушек миллионы. Я вообще как делаю? У меня такая тактика. Я просто прихожу на какие-то мероприятия, и я рассчитываю на то, что на этих мероприятиях будет девушка, которая мне понравится. Скажем так. Они нравятся тебе, а потом что ты делаешь? Не они, а она. Одна. Ну, одна. Одна. Ну, А потом? пока таких нету, которые... То есть Такой нету ты девушки. такой избирательный? Ну, мне нужна одна девушка, да, а не несколько. Ты просто говоришь несколько, типа, как будто там их миллион. Я такой... Закидываешь сеть. Не настолько. Нет, просто смотри, у меня есть критерии, по которым я как бы сужу о том, подходит ли мне девушка или нет. Ну вот, основной критерий — религиозность. Поскольку я сам религиозный человек,
Да, и для меня важны критерии, соблюдающие мусульманки, в первую очередь. Вот. Круто. Вот, да. Это прям основополагающее. Это основополагающее. А еще какие-то черты есть важные? Там умная, Татарка. красивая. Можно татарку, пожалуйста, религиозную? Умная? Ну, понятное дело, все мы в какой-то степени умные. Умные, здравомыслящие, рассуждающие, в какой-то степени мудрые, обычная, адекватная девушка. На что обращать внимание при выборе мужчин? Ну, я вообще очень всегда рекомендую обращать внимание на себя в первую очередь, потому что ваш мужчина вам встретится таким, какой вы есть на самом деле. Вот. То есть, если я вот такая, я не встречу совершенно другого человека. Нет. Надо всегда обращать внимание на себя, заниматься собой, и тогда этот мужчина притянется к тебе сам. У вас должны совпасть ценности, да, это очень важно. Воспитание, в какой семье вы воспитывались, и будет схожесть и у мужчины, что он в такой же семье воспитывался, да. И, естественно, если вы в мусульманской семье выросли, то наверняка мужчина тоже будет из такой же семьи, с такими же ценностями и воспитанием, вот, и мышлением. Вот. Потом духовный мир, то есть у вас должны быть взгляды одни и те же, вот. Мне кажется, вот это притягивает, и поэтому всегда, девочки, занимайтесь собой, своим развитием. Фокус должен быть на себе. И вы, когда вы цветете, вы пахнете, вы счастливы, мужчина, он всегда смотрит: о, какая счастливая женщина, она слишком счастлива, мне надо быть рядом с ней. Вы понимаете? Если ты счастлива, ты сияешь, этот мир озаряешь, и этот мужчина обязательно сам притянется к тебе, и он будет возле тебя, и он будет думать, как же мне постараться, чтобы она была возле меня. Вот. Поэтому, девчонки, думайте только о себе. А хороший мужчина обязательно к вам подойдет, ну, сам придет в вашу жизнь. Есть такой, на самом деле, бич современных татарок. Да. На самом деле они не любят готовить и не готовят. Что ты думаешь по этому поводу? Это их выбор. Это их выбор. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы моя жена хорошо готовила. Это да. И щипачмаки. И беляши, и губадзю, и борщ. Важно ли для тебя готовка, чтобы девушка обязательно готовила кушать? Или это не важно? Ну, конечно, было приятно вот прийти с работы, чтобы, знаешь, как скатерть-самобранка, шикарный стол. Я, конечно, сам умею готовить, и там блины там могу, и там всякие пироги, если захочу, в принципе. Но было бы идеально, конечно, чтобы жена умела готовить. Не обязательно, чтобы там во время, на момент, скажем, вступления в брак она прям уже все подряд умела готовить, но самое главное, чтобы это было, что называется, в потенции, что могла бы научиться, например, мою любимую губадию. Лаура, веришь ли ты в любовь в штабе татар? Скорее да, чем нет. Тут надо подходить с холодной головой, я бы так сказала. Ты знаешь какие-нибудь здесь парочки, которые сошлись в штабе, вот, и познакомились, может быть, даже свадьбу сыграли? Насчет свадьбы нет, а познакомились, вот одних знаю. Это да. У нас, между прочим, здесь свадьба праздновалась недавно. Да? Да, внебрачного сына Бедраса Киркорова. Какие качества тебе нравятся в мужчинах? Доброта. Ум, интеллект, может, он должен готовить кушать? Нет, ну это само собой. Но вообще он просто должен быть очень хорошим человеком. Мы должны поддерживать друг друга. Можешь немножко рассказать о себе, чтобы если вдруг кто-то на тебя засмотрится, перейдет на наш канал, а потом придет к нам в штаб и нашел тебя, кто знает, правильно? Я работаю аналитиком в компании в одной, не буду назвать название. Секрет. Секрет, ну да, вот как ты сказала, что девушки, может, кому-то понравится, придут, будут меня насторожить. Ну, в общем, да, работаю аналитиком из такого, что занимаюсь сейчас арабским языком, то есть изучаю арабский язык, с медресе хожу, вот, готовлюсь к Рамадану, скажем так, стараюсь делать добровольные посты и вот желательные намазы. Ну, это кто вот соблюдающий, поймет, о чем я говорю. Веду активный образ жизни, там, в штаб иногда хожу, посещаю, тут у меня очень много ребят, да, соблюдающих тоже мусульман есть,
Есть ребята, которые, например, в религии не совсем, совсем недавно, я могу им как-то поделиться информацией, если они меня что-то спросят, я могу поделиться с удовольствием, у меня нет такого, что я как-то к людям отношусь там как-то высокомерно, я стараюсь, наоборот, помогать, чем могу. То есть, если человек меня спрашивает, Ильдар, что это такое, я постараюсь помочь. Как бы. Да, неважно, это религия, если, в общем, я разбираюсь в чем-то, я постараюсь помочь. А если не разбираюсь, то с удовольствием попрошу помощи и, надеюсь, мне дадут ответ на это. Конечно, обязательно. Марсель, наш Добрый вечер. активист, да. Да, наш музыкант. Просто человек, без которого, мне кажется, почти не обходится ни один вечер в штабе Ни татар. один газопровод вокруг Москвы без меня тоже не строится, так как я инженер, еще юрист. Что ты думаешь так вот о любви в штабе татар? Ну, конечно, верю. Во-первых, любовь человеческая, во-вторых, любовь между мужчиной и женщиной, как мы привыкли, да. Я думаю, что здесь, в глобальном смысле, можно даже пару найти. Поэтому и находят люди, и женятся. Поэтому приходите к нам обязательно. Кто ищет, кто принципиально хочет, со своей нацией, да, чтобы был человек, приходите обязательно сюда. Я Ты думаю, сам что свободен или занят? вот можно интригу немножко, да, какую-то сделать? Как знать, звезда, артист, не должен же все рассказывать, да? Или нужно обязательно ответить? Ну, вообще, мы как бы помогаем Ну, а здесь. что у меня кольца нет? Да, я не вглядывалась. Мы вас расспрашиваем. Ответил на вопрос? Да. Мы расспрашиваем, с какой целью. Может быть, если ты в активном поиске, сейчас кто-то посмотрит это интервью и придет специально за тобой в штаб татар. возможно. Ну, Я или совсем- кто-то просто приглядится получше. Кто знает. Приходите, я уже пригласил. Я человек, который верит в любовь с первого взгляда, и, наверное, только в такую любовь верит. И вот мои отношения, которые долгое время я в них была, сейчас они закончились, к сожалению, но тем не менее они как раз начались с любви с первого взгляда. Мы встретились взглядами у моря, и после этого не расставались. Какие главные черты в человеке, допустим, потенциально твоей девушки? Хороший вопрос. Вот смотри, я на него немножко издалека отвечу, потому что мне 33 года, я достаточно опытный человек. Ну, то есть, если я там в 20 с чем-то лет как бы внешнюю оболочку рассматривал, да, как это обычно, типа, вот, ой, красивый там. Сейчас вот можно посмотреть на человека, и вот 99% других людей в ней изюминку не заметят, а я могу заметить там, или наоборот, кто-то, это частный пример. Например, обращаешь внимание совсем на другие вещи, то есть не только внешнее что-то, да, вот ты посмотрел на человека, и тебе вот хочется верить, что, по крайней мере, вот даже за счет взгляда, что у человека есть внутренний мир какой-то, да, и больше в эту влюбляешься, да. И, немаловажный фактор, конечно, у нас полегче. Почему татарка, да, у нас культура развита, воспитание там и так далее, от родителей, от бабушек, дедушек, и немаловажный фактор на самом деле, да. Хотелось бы, чтобы, я имею в виду, у нас так принято, что мужчина ничего не говорит там женщине в плане, там, не заставляет ничего делать, она будет сама это делать, убираться, готовить, там, даже вот без всяких, это даже не обсуждается. И поэтому конфликтов на этом фоне, в принципе, не должно возникать между татарами, я так считаю. А мужчина пусть зарабатывает много-много денег, чтобы обеспечить эту красавицу. Вот это мой принцип такой. А черты характера, может быть? Черты характера тоже немаловажный Что фактор. для тебя вот конкретно важно? Вот, там, не знаю, ум, доброта, честность. конечно же, все такое Всё, что ты популярное, озвучила, да, но что именно для тебя особенно важно? Вот есть некое противоречие. Хочется, конечно, человека поспокойнее, так как я сам энергичный там, и импульсивный достаточно человек такой, да, но не молчун, как выясняется, да, в ходе этого интервью. Но при этом совсем, чтобы скучно тоже не было. Но человек, который немножко будет приземлять, там, заземлять, да, и чтобы мы дополняли друг друга как раз-таки, чтобы я раскачал там, я, в принципе, могу раскачать любого человека на разговор вывести, в принципе. Есть у меня такая притягательная сила. Какой у тебя знак зодиака? А как ты думаешь? Я думаю, что это какой-нибудь водолей. Близко, практически, тоже водный знак. Следующим идет. Рыбы? Да. У тебя день рождения? 18 марта будет у меня день рождения, да. Тебе важно, чтобы твой молодой человек был какой-то определенной профессии, на кого ты посматриваешь? Меня не привлекают особо серьезные люди, потому что я буду чувствовать себя неловко, неуверенно и странно, когда люди серьезные, скупы на эмоции и постоянно ходят с каменным лицом. Тебе нужен КВНщик или тамада? Ой, нет, не КВНщик, не тамада. Скорее умеренный юмор, просто чтобы был коннект
в том плане, какие шутки мы действительно считаем шутками, какие шутки для нас неприемлемы будут, и над чем мы бы вообще не шутили и только серьезно разговаривали. Наверное, так. Мы выяснили, что, оказывается, девушки у нас не очень хотят готовить, а парни хотят, чтобы девушка обязательно готовила. Как ты относишься к этому? Важно для тебя, чтобы девушка умела готовить? Хорошо бы, если бы умела готовить, потому что когда... Ну, смотрите, берем ситуацию, что, например, парень работает, да, а девушка тоже может работать, например. Но девушка приходит раньше, к примеру, да, с работы, условно. Парень приходит чуть попозже. И было бы, конечно, здорово, если он приходит домой, и там накрыт прекрасный ужин, да, чтобы ты покушал, как вместе со своей женой, там. Ну, или наоборот, ситуация, что парень, например, приходит пораньше, он может приготовить, покушать. В общем, тут нет такого, что прям обязательно, но главное желание, опять же. Если девушка не умеет готовить, но у нее есть желание, стремление готовить, то с удовольствием можно помочь ей. Для этого же и создан, ну, как бы мужчина, чтобы помогать своей женщине. И женщина помогает своему мужчине. Что ты скажешь по поводу любви в нашем штабе? Здравствуйте, меня зовут Рамис. Да, спасибо, что ты меня представила. Хотя я, конечно, представлению это не нужен. Вот. По поводу любви я сюда пришел, наверное, 4-й раз. И, ну, я пока не видел, что кто-то что-то здесь... Махабет пияласа, что-то я не видел. Но, насколько я знаю, здесь что-то было. Да, здесь вообще-то недавно свадьба прошла. Да, здесь много ребят познакомились, встречаются, а некоторые женились. Я на свадьбе не был, значит не было, я не знаю. Ты ищешь в штабе себе девушку, жену? Слушай, я вообще себе никого не ищу, потому что это, опять же, надо будет, само придет. Ну, если честно. Ага, вот такой вот интересный Рамис. Поняли мы тебя, Рамис. Самое главное, пәдәмәт пешерсен. Идәннәр юсын. Не, идәннәр юсын, это не надо. Короче, пәдәмәт пешерсен, ланнарны үстерсен. И все. Не надо мне микрофон сама. Сколько весен прошло, но о них никогда не жалей, не жалей, не жалей.